Здравствуйте, в эфире программа «Экономика и мы». С вами Мадина Албогачиева. И далее в выпуске вас ждет обжалование результатов торгов. Что необходимо знать? Успей подать заявление. В декабре истекает срок перерасчета пособий на детей. Работа фонда поддержки предпринимательства Ингушетии. С гостем студии обсудим итоги 2021 и планы на 2022. Зачастую проведение торгов сопровождается значительными нарушениями прав других их участников. Нередки случаи незаконного отстранения от участия в аукционе, а также аннулирования, непринятия ставки или шага в аукционе. Все причины таких действий со стороны государственного заказчика перечислять не будем, но они очевидны. Однако это не означает, что сделать ничего нельзя. Куда обращаться? Кто восстановит нарушенное право? Об этом в сюжете. Федеральная антимонопольная служба – очень активный регулятор в сфере закупок. Участник закупки вправе обжаловать действия заказчика в антимонопольный орган или в судебном порядке. Жалобы в ФАС по закупкам подают очень многие участники, считающие, что их права или законы нарушены. В соответствии со статьей 18.1 Федерального закона о защите конкуренции, это 135-й федеральный закон, в соответствии с этой статьей можно в Федеральную антимонопольную службу обжаловать любые торги, которые проводятся в соответствии с законодательством Российской Федерации. Таких торгов сегодня досчитывается достаточно много. Но есть еще другие торги, которые нам бы хотелось в Федеральной антимонопольной службе, чтобы они были в электронном виде. То есть электронный вид, электронный аукцион, электронный конкурс, они позволяют обеспечить максимальную на сегодняшний день прозрачность, объективность и доступность для всех желающих участников. Из практики мы видим, что когда аукционы проходят на бумажном виде и в электронном виде, что в электронном виде, когда они проходят, то больше участников и государство получает больше денег. Для участников закупок, проводимых по 223 федеральному закону и статьей 18.1 закона о защите конкуренции, предусмотрена сокращенная процедура обжалования в антимонопольном органе, все действия в рамках которой укладываются в неделю. Такая оперативность необходима для того, чтобы у антимонопольной службы была возможность отменить результаты неправильно проведенной закупки до заключения договора между заказчиком и победителем этой закупки. Если же договор уже подписан, то расторгнуть его может лишь суд, а антимонопольная службе остается лишь вынести предписание о наложении на нарушителя штрафа. Законом не запрещено параллельно подать жалобу в УФАС и иск в суд. Однако целесообразнее сперва воспользоваться внесудебным порядком обжалования, дабы в случае необходимости ходатайствовать в суде и об отмене решения антимонопольного органа и о взыскании из заказчика компенсации за допущенные по отношению к поставщику нарушения. Торги это проводят публично-правовые образования, это там министерство, ведомство, администрация муниципальных образований. Если они увидели там нарушения, либо их не допускают, их заявку не принимают и так далее, они могут к нам обратиться. Мы в течение 5 рабочих дней назначаем такую жалобу к рассмотрению, приостанавливаем сами торги, то есть выставляем участнику, организатору торгов запрет на проведение каких-либо дальнейших действий. Вот после этого комиссия здесь начинает рассматривать жалобу. Если жалоба она становится обоснованной, то мы выдаем соответствующее предписание организатору торгов, чтобы он восстановил ущемленные интересы участника. И тем самым предписание исполняется, и тот участник, чьи интересы были ущемлены, кто к нам обратился с жалобой, его права восстанавливаются, и он принимает участие в этих закупках. Жалоба в антимонопольную службу должна содержать подробную информацию о заявителе, указания на закупку, указания на обжалуемые действия, бездействия заказчика, документы, подтверждающие обоснованность доводов жалобы, документы, подтверждающие полномочия участника закупки, подписавшего жалобу, перечень представленных в составе жалобы приложений. Друзья, ну что ж, продолжается наша программа, и в студию к нам присоединился гость, это Хаваш Бузуртанов, генеральный директор фонда поддержки предпринимательства Республики Ингушетия. Здравствуйте, Хаваш, рада приветствовать вас сегодня в нашей студии. Добрый день, здравствуйте. И вот хотелось бы поговорить о недавно прошедшем в регионе бизнес-форуме МАГАС-2021. Расскажите, что региону дают подобные мероприятия? Да, Фондом поддержки предпринимательства Республики Ингушетия был организован форум МАГАС-2021, бизнес-форум. Конечно, взаимодействие с Министерством экономического развития Республики Ингушетия, Торгово-промышленной палаты Республики Ингушетия и общественная организация, общероссийская организация «Деловая Россия». Цели, которые мы ставили перед собой, были достигнуты. Хорошая площадка получилась для взаимодействия бизнеса и предпринимателей. Бизнеса, предпринимателей и власти.
Что дает такая площадка, такие мероприятия, это, конечно, в первую очередь бизнес-сообщество. Оно встречается на одной площадке, обменивается опытом, взаимодействует с властью, узнает, какие меры поддержки существуют на сегодняшний день, как их использовать, куда обращаться. Ну, я думаю, это в целом это очень помогает, стимулирует, мотивирует бизнес для дальнейшего развития. Хаваш, скажите, а планируется ли вот бизнес-форум сделать ежегодным? Да, конечно, мы планируем, в дальнейшем мы планируем улучшать качество предоставляемой информации, взаимодействия бизнеса и власти. Мы будем над этим работать. Конечно, мы будем дальше и проводить такие мероприятия. А какую помощь предпринимателям оказывает фонд? То есть в каком случае нужно к вам обращаться? Фонд поддержки предпринимательства оказывает финансовую поддержку на льготных условиях реальному сектору экономики предпринимательства. Это, как правило, малое и среднее предпринимательство. Предоставляем заемные средства на льготных условиях и плюс гарантийный фонд, то есть фонд поддержки предпринимательства предоставляет гарантии по обеспечению перед кредиторами. То есть если клиент, заемщик обращается в банк для получения кредита, то фонд может выступать как поручителем. Вот в связи с кризисом, да, из-за пандемии, стало ли к вам обращений больше? Да, сложная ситуация для бизнеса была. Обращались больше, но нужно отметить то, что произошел, если так можно грубо выразиться, отсев. То есть те, которые реально работают, знают, что они делают, к чему стремятся, и прилагают все усилия к этому, и несут ответственность за свои поступки, они выдерживают, и мы с ними работаем. Те, которые не смогли, они, конечно, уходят с рынка, да. Да, обращений было очень много. Мы в этом году помогали, у нас были выделены субсидии на поддержку именно предприятиям, которые по наиболее пострадавшим отраслям. 21 миллион мы выдали только вот по пострадавшим отраслям в этом году. Вот чаще всего на какие цели просят деньги? Если говорить о пострадавших отраслях, это направление выдачи заработной платы, это на пополнение оборотных средств, кассовые разрывы. То есть оборот снижается, и оплата по контрактам нужно было сделать своевременно. Ну, различные направления абсолютно. Хаваш, скажите, а вот сколько времени вы рассматриваете заявку? Как правило, после полной подачи документов, после того, как клиент полностью подает все документы, это не больше недели. По пострадавшим отраслям это у нас было вообще 1-2 дня максимум, не больше. А в каком случае фонд отказывает в выдаче средств? Отказывает. Чаще всего нам приходится отказывать тем предпринимателям, которые не ведут никакой учет хозяйственной своей деятельности. То есть не фиксируют ни доходы, ни расходы, не отчитываются перед налоговой. То есть с таким предпринимателем, конечно, проблема бывает рассмотреть и проанализировать финансовое их положение. И, соответственно, нам приходится отказывать. Вот уже конец года, и можно подвести итоги работы фонда. Расскажите, сколько человек к вам обратилось в фонд за помощью в текущем году? Если говорить про всех, кто обратился, это цифра будет около 100 предпринимателей, которые к нам реально обратились. Но это различные цели. Кому-то просто поддержка нужна была, консультация. Но если говорить о микрозаймах конкретно, то это более 50 заявок у нас было. Из них мы 24 заявки удовлетворили на общую сумму около 40,6 миллиона рублей. По гарантиям, к сожалению, у нас по поручительствам заявок еще не было. Отрабатываем заявки, которые вот сейчас обратились, и до конца года мы надеемся, что они освоят эти деньги и привлекут дополнительные средства в экономику нашей республики. Ну что ж, и в завершении нашего интервью, какие у вас цели, планы на 2022 год? У нас субсидий в этом году не было, не подразумевается в следующем году, но за счет собственных средств мы планируем поддерживать бизнес и дальше. Конечно, многое зависит от тех предпринимателей, которые уже воспользовались мерой поддержки и которые должны возвращать эти деньги. Они должны понимать, что от того, насколько своевременно они будут исполнять свои обязательства, от этого зависит, скольким людям мы в дальнейшем сможем помогать. Это такой важный момент для нас очень.
Будем помогать, будем развиваться. Плюс мы скоро будем анонсировать еще одну поддержку. Пока рано об этом говорить, но я думаю, это очень такая весомая будет мера поддержки, которая заинтересует очень многих предпринимателей. Ну что ж, Хаваш, спасибо вам за интервью. Я желаю вам реализовать намеченные цели и планы. Успехов в работе. Спасибо. Друзья, я напоминаю, что в гостях у нас сегодня был Хаваш Бузуртанов, генеральный директор Фонда поддержки предпринимательства Республики Ингушетия. Ну что ж, на этом наша программа не заканчивается. Оставайтесь с нами. В декабре у россиян последний шанс подать заявление на перерасчет денежной выплаты на детей. 31 декабря истекает срок обращения граждан за перерасчетом ежемесячной денежной выплаты на ребенка в возрасте от 3 до 7 лет включительно. Заявление подается через портал госуслуги. Размер выплаты варьируется в зависимости от доходов семьи. Так, если при выплате пособия в 50% регионального прожиточного минимума средний душевой доход семьи не достигает регионального прожиточного минимума, пособие назначается в размере 75% регионального прожиточного минимума. Если при увеличении выплаты среднедушевые доходы в семье все еще не поднимаются до уровня прожиточного минимума, то пособие назначается в размере 100% регионального прожиточного минимума на ребенка. В составе семьи теперь учитываются и студенты. Если старший ребенок в возрасте до 23 лет, не состоящий в браке, учится на очной форме обучения, то он учитывается в составе семьи при расчете среднедушевых доходов. На правительственном совещании под руководством первого вице-премьера Олега Фурсова заслушали годовые итоги деятельности Корпорации развития Ингушетии, передает газета «Сердало». Сообщается, что с 2017 года Корпорация развития республики участвует в осуществлении 6 инвестиционных проектов. В настоящее время работают 2 из них – завод по изготовлению алюминиевых профилей «Риак» и лесоперерабатывающий комбинат «Мужичи». Вступила в строй первая очередь птицекомплекса «Южный», и в тестовом режиме трудится завод алюминиевых сплавов «Реал». По другим проектам готовность оценивается от 50 до 98%. По словам генерального директора организации Рустама Сапролеева, по общим показателям предприятия дают региону свыше 1000 рабочих мест. Сегодня удалось трудоустроить 375 человек. В ходе совещания подробные отчеты представили предприниматели и отметили актуальные для них вопросы. Обсудив эти и другие аспекты, Олег Фурсов акцентировал внимание коллег на положительной динамике и позитивных изменениях последних лет, включая строительство необходимых социальных объектов, промышленных предприятий. В то же время он указал на промедление в ходе рабочих процессов. По мнению зампреда, необходимо устранить отставание, использовав все финансовые механизмы и ресурсы. Фурсов дал задание проработать модель финансовых инструментов, которые можно использовать, включая поддержку фонда промышленности, субсидии и прочее. Плюс к этому Министерству экономического развития региона поставлена задача информировать предпринимателей о всех мерах поддержки. Напомним, в республике все проекты реализуются в рамках подпрограммы «Социально-экономическое развитие Ингушетии» на 2016-2025 годы. Энергетики назвали аграриев СКФО самыми добросовестными потребителями в округе, сообщает пресс-служба компании «Россети Северный Кавказ». Сельские хозяйства Кавказа оплатили 93% потребленной за 10 месяцев электроэнергии, внеся более 517 миллионов рублей. Это лучший показатель платежной дисциплины среди всех групп потребителей компании-поставщика. Наиболее добросовестными при платежах стали сельхозпредприятия Ингушетии, погасившие 103% платежных обязательств с учетом прошлогоднего долга. На уровне 98,8% платежи аграриев Северной Осетии. Кабардино-балкарские земледельцы осилили 92,6% платежей, их дагестанские коллеги 94%, а карачаево-черкесские хозяйства лишь 81%, говорится в сообщении. Прокуратурой Назрани в ходе мониторинга сети интернет выявлены сайты, на которых продаются поддельные чеки на стройматериалы для отчетности и получения налогового вычета. В рамках данной работы в Магазский районный суд подано 20 заявлений о признании указанной информации, запрещенной к распространению, и об ограничении доступа к ней, сообщили газете «Ингушетия» в надзорном ведомстве. Вход на указанный сайт свободный, не требует предварительной регистрации и пароля. Ознакомиться с содержанием данного информационного сайта и
скопировать материалы в электронном варианте может любой интернет-пользователь. Ограничения на передачу, копирование и распространение отсутствуют, сказал собеседник. По его словам, это свидетельствует о наличии законных оснований для признания данной информации запрещенной. В Ингушетии реализованы 6 программ в рамках нацпроекта «Цифровая экономика». Это платформа обратной связи, цифровизации мировых судов, услуги в электронном виде, система межведомственного электронного взаимодействия, обучение кадров и централизованная система, обеспечивающая прием, учет и передачу информации между участниками. Мы заложили важную цифровую платформу, которая позволит нам в дальнейшем решать вопросы оперативно и в современном формате, что повлияет на эффективность работы всех министерств и ведомств, а также позволит населению пользоваться услугами в электронном виде, не выходя из дома и сэкономив их время и ресурсы, отметил глава Ингушетии Махмуд Али Калиматов, комментируя достижения региона. Ранее в рамках реализации нацпроекта «Цифровая экономика», направленного на ускоренное внедрение цифровых технологий в экономику и социальную сферу, укрепление национальной безопасности и повышение качества жизни людей, президентом России был утвержден план стратегии цифровой трансформации. Главам регионов Путин также поручил разработать и утвердить региональные стратегии цифровой трансформации ключевых отраслей экономики, социальной сферы, государственного управления. Необходимо отметить, что важным направлением реализации нацпроекта является цифровизация госуслуг и переход региона на надежную и современную IT-инфраструктуру. Ну что ж, друзья, на этом выпуск программы «Экономика» ему подошел к концу. Я с вами прощаюсь. Всего доброго. До встречи.